международный, который везде говорят, и который, может быть, дает тоже разрешение показать для много народов и в Южной Америке, и в Европе, и в разных местах именно сибирская музыка. Я не знаю, или есть другие проекты такие, но я думаю, что может быть это первый такой проект, который соединяет и который собирает музыканты именно из сибирских музыкантов. И сначала я начал работать с сервер, вот, не знаю как на сервер, да? Сайт, бесплатный сайт называется Radionomy. И там я начал давать музыку, сибирская музыка. Но там было много проблем, как технические проблемы. Сейчас я работаю из этого сайта, который называется Shoutcast. Это, может быть, один из самых хороших сайтов в интернете. Он платный. Я каждый месяц должен платить определенную сумму, что могу как добавить там музыку. И буду открыть здесь. Так он смотрится. И здесь у нас есть Nomadic Sounds, имя, вот, плеер, да. И здесь песни, которые недавно уже играли, которые уже показали. Группа Шоно из Бурятии, Отамай Хакаси, Айго Хакаси, Алтай Хай Алтай. И сейчас в теории должен играть Ульгер Айдин. Значит, здесь идет 24 часа постоянно столько сибирская музыка. Не только хакасы, но как у меня много знакомых хакас, поэтому много хакасская музыка есть здесь. Не только традиционная, там есть тоже и сибирский рок-н-ролл, сибирский рок тоже есть здесь. Но все равно я пытался такое направление, чтобы показать как традиции, да, все равно. Что, может быть, там есть электрогитара, но одновременно там и чатхан, и их, и все. Идет песня, одновременно идет, как называется песня, как называется группа. И иногда, если каждая группа есть сайт, где можно купить альбом, можно просто дать клик и купить альбом. Да? Значит, что вот. Я написал все, которое мы сейчас как крутим, как все группы, которые крутятся на этом радио, на Nomadic Sounds, все музыканты дали разрешение. Значит, я написал, все музыканты сказали, существует вот этот проект, можно, пожалуйста, крутить 2 или 3 песни. И я сказал, какие песни. Я сейчас очень быстро буду сказать, какие музыканты уже дали разрешение. Альбер Кувезин и группа Ядха из Тувы. Герман Тамбаев, Хакасе. Ногон Шумаров, известный музыкант из Алтай. Чилтис из Шория. Болот Байришев из Алтай, он тоже. Руслан Ивакин тоже дал или одна песня, он поет на хакасском языке, одна песня. Ваймсур Тазирова дала тоже разрешение из Алтай, одна песня тоже крутится здесь, и тоже фотография, информация тоже там идет. Отамай тоже дала одна песня. Эмиль Теркишев из Алтай дал разрешение использовать 2 песни, которые он играет отдельно, и 2 песни из 2 композиций с Алтай Хай, значит 4 песни. Сайли Комун из Тувы тоже дала разрешение. Тамара Чустеева, Хакасы, тоже дала разрешение. Намгар, певица из Бурятии. Я написал Намгар, она сказала, конечно, вы можете использовать эти 2 песни и все песни, которые вы хотите из нашего репертуара. Очень открытые были. Радик Тулуш, Ильхам Байгулдин из Бурятия, Роберт Сагрединов из Бурятии, Салурал из Бурятии, Шоно из Бурятии, Булат Гафаров из Москвы, но он тоже занимается.
Мне написали, когда я сделал эту радиостанцию, мне написали из Италии музыкант Джорджо Пинарди, который занимается горловой пением, создали 2 альбома и попросили, если можно крутить здесь тоже ее музыка. И тоже Гарло из Франции, он играет из Санхо, певица из Тувы, он меня попросил тоже одна песня крутить здесь. Как называется, вот там на запад, Калмыкия, тоже Калмыкия, музыкант Владимир Каруев, а его Хирхас, мастер Сергей Чарков и Юлия Чаркова, Сабжилар Кушнер, Ульгер, Владислав Кушнер дал тоже разрешение. Вот и еще, как 6 музыкантов, все уже знают. Сейчас у нас какие проекты еще есть. Распространять вот эта радиостанция, что еще много людей знают. Только недавно, вот эта последняя неделя, мы начали использовать этот сервер, но уже слушают, я здесь могу показать уже статистики, покажите, пожалуйста. Уже, например, сейчас, если могу показать, у нас технически чуть не очень, но в принципе уже в Колумбии, в Мексике, во Франции, в Польше и в России слушают. Немного людей, но уже люди слушают сибирская музыка. Это проект как личный проект, как сейчас я это сам как создал. Но надеемся вот давать еще больше музыканты. Для этого что надо? Что общаться с людьми. И у каждого музыканта есть своя личная коллекция, да. И может быть они могут давать еще записи и помогать, может быть, общаться и соединиться с другими музыкантами, которые, может быть, у нас нету контакта. И так это будет как раз. Вот это другой проект, называется Nomadic Sounds. Мы дали вот маленький флайер, да, там есть сайты, вы можете там читать и слушать в интернет сибирская музыка. Вот в принципе это 2 главные проекты, которые я сегодня хотел показать, которые я сейчас делаю. 3-й проект, который уже который может быть не показывается здесь, это как уже личный проект, проект «Жизнь», это моя семья. Да, это не веб-проект, но это как, может быть, самое главное сейчас для меня это сделать семья, я сам как иностранец, как южноамериканский здесь, в Хакасии, как и делать. И поэтому я давно один человек из Бурятии, который я очень уважаю, старики, он мне сказал, что мы не должны уважать эпос, потому что в эпосе, там, эпические истории, там есть знания, архетипы, как мы должны жить. Но он сказал мне тоже, на будущее время, все, что мы живем здесь, тоже будет эпическое время. Мы тоже уже предки, и мы тоже должны жить на этом уровне. И вот я тоже мне очень понравилась эта идея. И вот, не знаю, это не легко, но я думаю, это красивая идея, что на будущее, что мы уже предки, и на будущее будет запоминать вот этот момент, когда мы встретились здесь. Поэтому очень благодарю и надеюсь, что вы слушаете вот это радио, посмотрите веб-сайт и все. Спасибо.